Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Ильхам Алиев одержал победу на внеочередных выборах президента Азербайджана, набрав по предварительным данным Центра избиркома страны 92,1% голосов. На президентское кресло помимо Алиева претендовали еще 6 кандидатов, однако наблюдатели не считали их реальными конкурентами. Оппозиция выборы бойкотировала, назвав их фарсом. Явка по данным Центра избиркома составила более 76%. Now there is a historical chance about a peaceful transformation of the region, and also with an ultimate goal of signing the peace treaty between Armenia and Azerbaijan and normalizing the relations between two countries. As such, it could also have an effect for wider transformation of the region of the South Caucasus. But in the meantime, after the election, Azerbaijan enters a new stage of its social, economic and political development as such. And once again, this war is over, that was one of the priority for the Azerbaijani government and Azerbaijani people. Once Azerbaijan's territorial integrity has been ensured, now the new ambitions and new national dreams are emerging on our agenda. This national dream is about a peaceful development and further social economic development of Azerbaijan. Алиев бессменно руководит страной с 2003 года. Его популярность среди азербайджанцев возросла после того, как Баку добился восстановления контроля над Карабахом. Gələcəyimiz, yəni avand olsun, sülh içində yaşayaq. Ölkəmiz gözəlləşsin, yəni bu baxımdan. Президент Азербайджана избирается на 7 лет. Количество сроков не ограничено. Для президента Алиева это будет уже 5-й по счету срок. А в Азербайджане президентские выборы состоялись. Главный телеканал Российской Федерации «Первый канал» в прайм-тайм дал большой репортаж, посвященный прошедшим в Азербайджане внеочередным выборам президента. Корреспонденты Первого канала отметили активность избирателей, демократичность и прозрачность выборов. Показали, как голосовал действующий президент страны Ильхам Алиев и его семья. Президент Алиев со своей семьей, супругой Мехрибан, сыном Гейдаром и дочерьми Арзу и Лейлой. Когда они подошли к столу, чтобы получить бюллетени, там уже были избиратели. Образовалась очередь, и глава государства терпеливо ждал в ее конце. Президент Азербайджана, голосующий в Карабахе, это яркий знак начала новой страницы в истории страны. Кроме того, Первый канал показал, как голосовали граждане Азербайджана в Российской Федерации. Пока есть данные экзит-полов, то есть опросов избирателей на выходе с участков. Лидирует Ильхам Алиев – 93%.
8 февраля президент Ильхам Алиев принял делегацию в составе членов Великого национального собрания Турции во главе с руководителем Азербайджано-турецкой межпарламентской группы дружбы Шамилем Айрымом. Президент Ильхам Алиев выразил признательность делегации за наблюдение за выборами. Выступая от имени делегации, Шамиль Айрым поздравил главу государства с убедительной победой на президентских выборах. Гость подчеркнул особую роль искренней дружбы и братства президента Ильхама Алиева и президента Реджепа Таyyипа Эрдогана в развитии связей между нашими странами. Глава государства с удовлетворением отметил, что Реджеп Таyyип Эрдоган направил ему поздравительное послание по случаю победы на выборах. Также состоялся телефонный разговор с президентом Турции. Шамиль Айрым подчеркнул большое значение того, что президент Ильхам Алиев и члены его семьи проголосовали в Ханкенди. Глава государства также сказал, что голосование в Ханкенди имеет огромный политический и символический смысл. Шамиль Айрым отметил, что в 44-дневной Отечественной войне и антитеррористической операции президент Ильхам Алиев и Азербайджан продемонстрировали пример миру. Подчеркнув, что глава государства выполнил завет общенационального лидера Гейдара Алиева, гость сказал, что азербайджанский народ, обеспечив территориальную целостность и суверенитет страны, впервые с гордостью участвовал в этих выборах. Президент Азербайджана еще раз отметил, что высоко оценивает морально-политическую поддержку братской Турции во главе с президентом Реджепом Таyyипом Эрдоганом в победе в Отечественной войне. На встрече была подчеркнута несправедливость в отношении азербайджанской делегации в ПАСЕ. Отмечалось, что Великое национальное собрание Турции выступает против этого. И в парламенте Турции в этой связи будут приняты соответствующие заявления и обращения. Была доведена до внимания важность ратификации полномочий азербайджанской делегации. В ходе беседы были затронуты вопросы сотрудничества в рамках ОТГ и Парламентской ассамблеи тюркских государств. Отмечена важность дальнейшего углубления сотрудничества и партнерства в организации тюркских государств. Члены делегации подчеркнули, что высоко оценивают деятельность президента Ильхама Алиева по дальнейшему развитию организации тюркских государств. Состоялся телефонный разговор президента Кыргызской республики Садыра Жапарова с президентом Азербайджанской республики Ильхамом Алиевым. Садыр Жапаров тепло поздравил Ильхама Алиева с уверенной победой на внеочередных президентских выборах, прошедших 7 февраля, и пожелал дальнейшего процветания и развития братскому азербайджанскому народу. Главы стран также обсудили актуальные направления кыргызско-азербайджанского двустороннего сотрудничества и перспективы совместного взаимодействия. Результаты голосования в полной мере подтверждают ваш высокий политический авторитет, всенародную поддержку проводимого вами курса по ускоренному социально-экономическому развитию Азербайджана и укреплению его позиции на мировой арене. Об этом говорится в поздравительном послании президента Российской Федерации Владимира Путина президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю его победы на выборах. Президент России в послании также отметил: «Придаем большое значение союзническим отношениям с Баку. Уверен, что мы продолжим активную совместную работу по наращиванию плодотворного двустороннего сотрудничества во всех сферах, партнерского взаимодействия в решении актуальных вопросов международной повестки дня. Это, несомненно, отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле упрочения стабильности и безопасности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе». Владимир Путин пожелал президенту Ильхаму Алиеву успехов в столь ответственной деятельности во главе государства. Перед нами стоит большая задача, и поэтому азербайджанский народ, во-первых, впервые за свою 30-летнюю историю, более 30-летнюю историю, будет проводить впервые независимые выборы на всей территории Азербайджана. Представилась такая возможность. За это время где-то около 100 тысяч населения уже из миллиона беженцев, 100 тысяч местных населения уже возвратили на освобожденную территорию. Вот на этих территориях будем проводить и выборы. Второе. Этот путь по восстановлению оккупированных территорий, с кем пойдет азербайджанский народ? Как пойдет? Кому доверит свою судьбу азербайджанский народ? Это очень важный момент. Поэтому мы должны пойти с тем человеком, которому народ будет доверять.
Вот первый этап получился, потому что они верили своему руководителю. Верили полностью. Терпение, время и доверие довело нас до чего? До победы. Вот теперь тоже на втором этапе азербайджанский народ должен определиться, с кем пройдет этот второй этап. Сегодня во всех средствах массовой информации облетела очень хорошая новость о том, что во вчерашнем досрочном выборе президента Азербайджанской республики Ильхам Алиев, получив более 93% голосов от всех избирателей, избран на новый срок Республики Азербайджан. Полагаю, для азербайджанского народа, для братского Азербайджана это очень большое общественно-политическое событие. Не скроем, что этот президентский выбор прошел досрочно. Она объясняется тем, как уже говорил сам президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев, Азербайджан вступил в новый этап развития. Начиная с сентября 2023 года, до этого спорный и вопрос о Нагорном Карабахе окончательно и бесповоротно решен, и он стал окончательно включен в состав Азербайджанской республики. И не случайно, что вчера Ильхам Алиев всей со своей семьей проголосовал на президентских выборах именно в городе Ханкенде. Ханкенде – это административный центр Нагорного Карабаха, ну, что называется бывшего Степанакерта. Это говорит о том, что наконец-то наступила эпоха территориальной целостности Азербайджанской республики. И в этом очень большая заслуга ныне действующего президента Ильхама Алиева. Я думаю и полагаю, что азербайджанский народ, выбрав на новый срок президентом Ильхама Алиева, получили новую возможность. Я полагаю, что это начало новой эры, новой эпохи развития нового Азербайджана. Почему нового? Нового в том плане, что административно-территориальном отношении полностью решен вопрос именно в сентябре прошлого года. И я поздравляю от души азербайджанский народ тем, что вчера, высказав свое мнение, показав свое единство в выборе главы государства, Азербайджан выбрал на следующий срок свое будущее. Я знаю, что за те годы, что был президентом Ильхам Алиев, Азербайджан сделал огромный социально-экономический, политический скачок. Достиг очень больших экономических результатов. Все это говорит о том, что вместе с Ильхамом Алиевым Азербайджан смог и будет строить нового Азербайджана, Азербайджана с большим будущим. Благо, место расположения, социально-экономическое положение Азербайджана этого позволит. Я еще раз искренне поздравляю азербайджанский народ с прошедшим президентскими выборами, с прошедшим большим общественно-политическим событием, в котором выбирала не только президента, но и будущего азербайджанского народа, будущего государственности Азербайджанской республики. И думаю, что те азербайджанцы, которые голосовали за Ильхама Алиева, получат тот ожидаемый результат, который они доверяли при выборе президента Республики Азербайджан. Мои искренние поздравления. С уважением, доктор исторических наук, профессор Абыт Байбулат Хапарович, Институт востоковедения Орского государственного университета Кыргызской республики. Мы посетили около 30 избирательных участков в целом. Тем самым, в общем-то, у нас есть серьезная база делать выводы. Главный вывод, он простой и ясный, заключается в том, что выборы прошли в полном соответствии с законодательством Азербайджана и в полном соответствии с принципами демократических, свободных
справедливых выборов, которые признаны международным сообществом в целом. Эти выборы отражают волю народа Азербайджана, это совершенно очевидно. Избиратели, когда опускали бюллетень в урну, они тем самым голосовали за то, что Карабах — это Азербайджан. Поэтому такая огромная явка, поэтому очереди на избирательных участках, поэтому такая, я бы сказал, дух победителя, он веял, дух народа-победителя веял над этими избирательными участками. Вот это самый главный феномен. В декабре 2023 года были объявлены внеочередные выборы президента Азербайджанской Республики. В чем же причина столь раннего проведения выборов, если бы они должны были быть по плану в 2025 году в апреле месяце? Среди причин стоит отметить в первую очередь, это, конечно же, сентябрьские события, которые стали, скажем так, таким фактором victory election для Ильхама Алиева, тем фактором, который впервые объединил всю территорию Азербайджана. И выборы как раз-таки прошли во всех территориальных административных единицах Азербайджанской Республики, в том числе и в Карабахском экономическом районе. Символично, что как раз-таки Ильхам Алиев и проголосовал непосредственно в этом регионе, как и его семья. Вторым же фактором является своего рода подведение 20-летнего Рубикона президентства Ильхама Алиева на своем посту, что означает подведение итогов и направлено, конечно, на подведение итогов и является своего рода проверкой на поддержку граждан Азербайджана, того стратегического курса, который держит Ильхам Алиев. В то же время это стало своего рода подведением, наверное, определенной эры, когда национальные идеи Азербайджанской республики являлись как раз-таки объединением территории Азербайджана, и в результате сентябрьских событий данная идея, как мы понимаем, завершилась, закончилась, и теперь уже необходимо обновить стратегический курс, вести в какое-то другое направление, объединять граждан Азербайджана, и, возможно, это будут какие-то различные рода масштабные экономические реформы. Что касается с политологической точки зрения, данные выборы очень похожи на президентские выборы Республики Казахстан в 2022 году, в том плане, что как раз-таки в обеих странах, унитарных республиках, президентских республиках, проведению досрочных выборов предшествовало как раз-таки такое символическое событие. Сентябрьские события в Азербайджанской республике, а в случае же Казахстана это трагические события января. Помимо этого, стоит отметить почти одинаковые процессы с политологической точки зрения, такие как 6-7 кандидатов, не очень ярко проявленных, ранее проявляющих себя на территории в политической жизни страны, 7-летний срок и, конечно же, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поздравил Ильхама Алиева с убедительной победой на президентских выборах, что является ярким доказательством тому, что граждане Азербайджанской Республики поддерживают стратегический курс и масштабные экономические реформы, предпринятые Ильхамом Алиевым на пути к укреплению государственности и повышению социально-экономического благополучия граждан Азербайджанской Республики. А в то же время тот факт, что Ильхам Алиев переизбран на свой пятый срок, означает продолжение крепких взаимоотношений между нашими странами, стратегического партнерства между братскими государствами, в первую очередь в экономическом плане.
Мугам – национальное достояние Азербайджана, отражающее душу народа. Как путеводная звезда ведет людей по жизни, дарит людям возможность соприкоснуться с великим прошлым своего народа, с частицей настоящего и, в некотором смысле, определить его будущее. Художественные образы, воплощенные в мугамах, отличаются благородством, утонченностью эмоционального содержания, возвышенностью. В Азербайджане широко распространены как мугамы, предназначенные для сольного исполнения, так и инструментальные мугамы. Певцов, исполняющих мугам, азербайджанцы традиционно называют ханенде. Пение ханенде обычно сопровождается аккомпанементом музыкантов. Состав этой группы музыкантов, играющих на национальных инструментах, бывает разный – от трио, тарк, кяманча, деф до целого оркестра. Мир глобализуется. В этом глобализирующемся мире с фантастической скоростью происходят различные изменения. Но именно в эту эпоху мы все вместе должны сформировать некую основу нашего дальнейшего развития, тесно связанного с парадигмой традиции. Лишь через силу традиций, через сохранение архаического архетипа каждой цивилизации, культуры каждого народа, мы можем прийти к многообразию культур, к такому миру, в котором будет возможно сохранение и приумножение традиций. Именно этим целям и служит Конвенция ЮНЕСКО по сохранению устного и нематериального наследия. Напомню, что азербайджанский мугам включен в список шедевров устного и нематериального наследия ЮНЕСКО в 2003 году и репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества в 2008 году. Естественно, в важном и благородном этом деле играла немаловажную роль первый вице-президент Азербайджана, президент фонда Гейдара Алиева и фонда культуры Азербайджана, посол доброй воли ЮНЕСКО, единственная женщина, посол доброй воли ИСЕСКО Мехрибан Алиева. Ариф Бабаев, народный артист Азербайджана, профессор. Это действительно большой проект. Спасибо основательнице этого проекта, первому вице-президенту Мехрибан Алиевой, потому что конкурсы мугама являются для наших творческих людей очень большим стимулом для развития. Народный артист отметил, что они объединяют молодежь, играют большую роль в их формировании как ханенде. Я хочу сказать большое спасибо вам, Мехрибан Ханым. Вы действительно проявляете большую заботу о развитии национальной культуры. Я хочу сказать, что народ благословляет и прославляет вас. Sağ olsunlar, bayrağımız uca olsun, vətənimizin başı sağ olsun və həmişə biravan yaşayaq və birlikdə. Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с представителями общественности и деятелями искусства из Ахдамского района. Глава государства поздравил с открытием центра мугам, оценив создание этого центра как проявление внимания к мугаму в Азербайджане, отметив значение проекта, связанных с развитием мугама и реализуемых президентом фондом Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой. Президент Ильхам Алиев сказал, что фонд Гейдара Алиева осуществил ряд мероприятий в мире в связи с популяризацией мугама, вошедшего в список материального наследия ЮНЕСКО. Говоря в своем выступлении о богатстве азербайджанского языка,
важности защиты языка от внешнего влияния, глава государства заявил, что искусство мугама сыграло особую роль в сохранении азербайджанского языка. Затем народные артисты Ариф Бабаев, Мэнсум Ибрахимов и Агюм Байрамова выразили благодарность за создание столь прекрасного центра мугама. Первая леди, президент фонда Гейдар Алиева Мехрибан Алиева рассказала об осуществляемой работе в связи с развитием мугама, назвала мугам великим достоянием нашего народа и отметила, что успехи в этой сфере были достигнуты в результате взаимодействия с деятелями искусства. Затем выступил народный артист Рамис Гулиев. В завершении были сделаны фотографии на память. Мэнсум Ибрагимов, народный артист, профессор. В Азербайджане уделяется большое внимание развитию сферы культуры и сохранению духовных ценностей. С этой точки зрения искусство мугама, являющегося национальным достоянием, и его пропаганда находятся в центре внимания руководства страны. Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева уделяют особое внимание сфере культуры, в том числе мугаму. Никогда еще не было столько молодых исполнителей, занимающихся мугамом. Это высокий показатель. У многих из них есть почетные звания. Многие являются солистами азербайджанского государственного телевидения. 17 человек являются солистами театра оперы и балета. Они также достойно представляют нашу культуру и за пределами Азербайджана, почитаются среди народа и завоевали славу. Государство проявляет особую заботу и внимание. Минуло 10 лет с момента создания Международного центра мугама, и в течение этих лет было проделано много работы. В Баку уже есть наш дом. Дом мугама, подобного нет ни в одной стране. Первый вице-президент страны Мехрибан Алиева уделяет культуре, особенно мугаму, очень много внимания и заботы. Сардар Фараджев, народный артист Азербайджана. Mehriban Aliyeva artık bir şahsiyet gibi Azerbaycan siyasetinde meydana çıkanda artık öz semtini, öz yerini, öz iş faaliyetini... Я благодарен первому вице-президенту Мехрибан Алиевой, потому что она большое внимание уделяет нашему искусству, культуре, поддерживает музыкантов, артистов, писателей. Сегодня культурная жизнь Азербайджана достаточно насыщена. За последнее время в стране провели невероятное количество различных фестивалей, концертов и других интересных мероприятий. Этот факт не только радует, но и вызывает чувство гордости за нашу страну. Народный артист Азербайджана отметил, что десятилетия назад молодые композиторы и музыканты долгое время не могли проявить себя, но сегодня все изменилось. Наше независимое азербайджанское государство всячески поддерживает молодежь в их начинаниях. Поэтому сейчас молодежь, в том числе начинающие композиторы, имеют возможность получать образование в США и в Европе, участвовать в различных международных конкурсах и фестивалях за рубежом. Там они демонстрируют свой талант и развиваются. Поэтому я хочу пожелать молодому поколению, чтобы они не переставали быть патриотами своей страны, чтобы хранили традиции национальной музыки и всегда опирались на работу великих азербайджанских композиторов и исполнителей. Таги Ахмедов, заслуженный инженер Азербайджана. Непосредственное участие в развитии современного независимого Азербайджана, решении социальных вопросов, приверженность идее милосердия, нравственности, постоянное стремление протянуть руку помощи людям, совершать благие дела. Все это составляет главный стержень жизненной философии первого вице-президента Азербайджанской республики, президента фонда Гейдара Алиева, посла доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО Мехрибан Алиевой. Она с честью выполняет миссию посла доброй воли ЮНЕСКО, являясь в то же время послом доброй воли ИСЕСКО. Она осуществляет неутомимую деятельность по доведению до мировой общественности исторического и культурного наследия Азербайджана, реалий нашей страны. В список всемирного наследия ЮНЕСКО вошли и Черишехер, в том числе дворец Ширваншахов и Девичья башня, наскальные рисунки Губустана, дворец шекинских ханов вместе с историческим центром Шеки. В репрезентативный список ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию также включены мугам и искусство ашугов, являющиеся шедеврами нашей музыкальной сокровищницы, изготовление струнного музыкального инструмента кяманча и искусство исполнения, а также наследие Деде Горгута, искусство азербайджанского
Кялагаи. В Азербайджане успешно прошла 43-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Назначение 21 февраля 2017 года Мехрибан Алиевой первым вице-президентом Азербайджана расценивается как логический итог ее содержательной деятельности и организаторских способностей. За минувший период она достойно оправдала доверие президента и народа работой, осуществляемой на этой высокой и ответственной должности. Многосторонняя благотворительная деятельность Мехрибан Алиевой высоко оценивается как в Азербайджане, так и в международном масштабе. Орден Гейдар Алиев, являющийся наивысшей государственной наградой Азербайджана, высший орден Европейских олимпийских комитетов, орден Почетного легиона Франции, орден Кавалера Большого креста за заслуги Италии, орден Большого командорского креста Польши, орден Дружба России, медаль Золотой Моцарт ЮНЕСКО. И это еще не полный список наград, которых удостоена первый вице-президент Азербайджана. Мехрибан Алиева считает, что самая большая ее награда – любовь, вера и доверие народа. Она играет большую роль в развитии культурной сферы Азербайджана, в организации различных музыкальных мероприятий и фестивалей, регулярно проводимых в Азербайджане. Чувствуется вклад частицы души Мехрибан Алиевой. Это организация проведения международного фестиваля «Мугама» и конкурс исполнителей «Мугама», международный фестиваль имени Мстислава Ростроповича, международные фестивали, посвященные юбилеям Шостаковича и Бюльбюля, Габалинский музыкальный фестиваль, международный фестиваль Ашигов. По инициативе первой леди в Баку был построен театр «Мугама». Уважаемые телезрители, мы сегодня вам расскажем про Алмаханым Ахмедли, которая является солисткой АС-ТВ, первый государственный канал Азербайджана, лауреатом 6-го конкурса «Мугама», обладательницей гран-при 6-го телевизионного конкурса «Мугама». Несмотря на молодой возраст, за короткий срок восходящая звезда в мире Мугама стала любимицей миллионной зрительской аудитории как в Азербайджане, так и за его пределами. Она уже выступает на большой профессиональной сцене во многих зарубежных странах, получает приглашения из разных телепередач как популярная исполнительница Мугама. В этой программе Алмаханым Ахмедли передала свои пожелания для кыргызстанцев специально для программы «Мост дружбы» на телеканале «Пирамида». Qırğızstanın Piramida kanalının Dostluq Körpüsü verilişində göstəriləcək bu verilişimiz. İstərdim ki, bu barədə danışasınız. Qırğızstanda da yəni sizi tanıyırlarmı, dəvət gəlibmi ümumiyyətlə? Bəli, bu müsabiqə ilə çalışdıq. Orada da izləsinlər. Qırğızstandan belə bir təklif gəldi. Buradan Qırğız qardaşlarımızı da salamlayırıq və izlədiklərinə görə də təşəkkür edirik. Alma xanım, tanımırsınız? Алмаханым Ахмедли родилась 18 августа 2001 года в семье интеллигентов в Баку. Она дочь выдающегося литературоведа, поэта, доктора филологических наук, профессора Вугара Ахмеда. В 2006-2014 годах училась в гуманитарной гимназии имени Пишавари. В 2017 году с отличием окончила среднюю школу имени Сабира в Баку. В том же году окончила музыкальное училище Мугама номер 13 имени Саида Рустамова с красным дипломом. Yoxdur, neçə vaxtdır, nə qərarım, nə güzarım, getmiş mən yad eləməmiş sevgili yarım. Yoxdur, neçə vaxtdır, nə qərarım, nə güzarım, getmiş mən yad eləməmiş sevgili yarım. Mən onun yollarını gör nə qədər gözləmişəm, o mənim qəlbimə daşmış, mən onu bilməmişəm. Yatmayıb sübhə qədər peşin xəyal eyləmişəm. Axı mən sevdiyimi nazlı yara söyləmişəm. Qara qaşlım, qara gözlüm, ürəyim qan elədir. Salıb eşqin oduna sonra pərişan elədir. Qara qaşlım, qara gözlüm, ürəyim qan elədir. Salıb eşqin oduna sonra pərişan elədir.
Mən sevdiyimi nazlı yara söyləmişəm. Qara qaşlım, qara gözlüm, ürəyim qan elədin. Salıb eşqin oduna sonra pərişan elədin. Qara qaşlım, qara gözlüm, ürəyim qan elədin. Salıb eşqin oduna sonra pərişan elədin.